К другим темам. С 1 января этого года в Якутии розничная продажа алкогольной продукции допускается только в специализированных маркетах. Изменения в соответствующий закон были приняты депутатами парламента еще в ноябре прошлого года. Насколько эффективно работают поправки, узнала Александра Хлопкова. В Якутии алкогольную продукцию реализует 1407 торговых точек, а лицензию на продажу спиртных имеет 541 торговый объект. Притом с принятием нового закона уставной капитал организации должен составлять не менее 1 миллиона рублей. На 6 февраля 2015 года в целом по Республике Саха-Якутия у нас количество торгующих организаций уменьшилось на 108 единиц. Если по городу Якутску взять отдельно, то оно уменьшилось на 57 единиц. С принятием закона около 20 районов вообще отказались продавать алкоголь в селах. Еще 5 готовят документы. А в других поселках магазины с алкоголем находятся в 500-800 метрах от детских учреждений. Исключение только в городе Якутске. В столице по решению городской думы этот интервал ограничился 150 метрами. При этом метраж не считается по прямой, а по пешеходной дороги. Я думаю, что муниципальное образование города Якутск тут должно нам помочь в реализации государственной политики как таковой и увеличить метраж. И в этом случае количество алкогольных маркетов не только вблизи школ нашего города Якутска, но и в кварталах оно в разы должно уменьшиться. Основные нарушители закона находятся и в столице. Участковые полиции ежедневно проводят рейды или проверки, выявляющие незаконную продажу спиртными напитками. При этом у полицейских имеются и постоянные клиенты. Девушка продала водку? Так. Продала. Так. Вы говорите, на нее составляете протокол? Да, составляйте а потом, протокол. Сейчас почему говорите, что эта водка чужая? Это водка Вы же говорите, хозяев. что она продала. Это водка хозяев. Я не говорю, что чужая. Вот. Это их Вот это мы и собственность. установим, что это их. ихняя собственность. Вот установим, Вот. что это их собственность. Вот. Да. Это И ихняя на них составим. Составляйте протокол на продавца. Нет. На основании чего Нет. вы прошли в подсобное помещение. Вот установим, чья водка. На основании чего? Нас- Составляйте протокол Нет. и Составим покидайте, протокол. пожалуйста, я На смотрю экспертизу магазин. направим. За нарушение правил розничной продажи алкоголя штраф мизерный – от 5000 для должностных лиц и до 100 тысяч рублей на юридических. При этом в городе имеются точки, которые, мягко говоря, не реагируют на закон. Например, магазин «Аютинский», находящийся в одном из криминогенных территорий столицы в районе Сайсары. Да, у нас один магазин есть такой, по Лермонтова 138/2, магазин «Аютинский». Вот за эти праздничные дни там выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции в неустановленное время. Материалы собраны, направлены в мировой суд для принятия решений. В прошлом году, за 2014 год, в этом магазине 10 фактов было выявлено. И вот за выходные дни праздничные 2 факта. Продавцы объясняют тем, что за прибылью они продают и будут продавать. Делать выводы, считать число отказавшихся от потребления зеленого змея еще рано. Парламент Якутии закон принял, а его исполнение – это полномочия муниципалитетов. Однако, чтобы закон работал, необходима ответственность и самих предпринимателей-лицензиатов. К слову, Элтуман готовит новую поправку в закон, запрещающую продажу табачных изделий в местах, где реализуется алкоголь. Александра Хлопкова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.